Всем привет! Сегодня 23 число, и мы продолжаем наш мастер-класс. Сегодня отличная тема. Будем рисовать в стиле аниме. Давайте познакомимся, что это такое, как пользоваться, как вообще показать характер персонажа, да? Вообще, и получается, что раньше вот аниме это как бы мультфильм, да, именно, как сказать, это стиль рисования в Японии. То есть это мультики, мультфильмы разные, как мультик Тоттора, наверное, кто-то видел из наших детей или взрослых, подростков и вообще молодых людей. И получается, ну, подростки очень любят аниме, потому что это очень популярно, этот стиль рисования. Именно эмоции нужно показывать. Не только эмоции, а характер персонажа. Это может быть грустный, это веселый, может быть, или очень такой няшный персонаж. И получается, что вообще характер, если мы как-нибудь показываем, допустим, человек, ну, можно еще добавить ушки, да, очень красивые такие, рисовать кошачьи, или зайчика, или еще что-нибудь, да, и бантики прорисовывать. А волосы нужно рисовать большими линиями, да, такие пушистые, ну, не пушистые, а вот объемные волосы, вот. И это фантазия именно, и можно фантастические разные вот эти персонажи придумать, не обязательно прям повторять, да. И получается, что получается нос, мы не придаем значения, когда мы пишем персонажа, например, лицо человека, вот, и носик может быть совсем незаметным, скулы незаметными рисуем, губы, да, то есть мы не рисуем большие губы, мы не рисуем огромный нос. Нос можно просто очень легко такими тонкими линиями рисовать, это получается вот, такой, можно как галочку носики рисовать, да. Также скулы тоже незаметные, и подбородок в стиле аниме очень острый. Ну, не всегда острый, но много картинок видела, что острые подбородок рисуют, да. Вот, и огромные глаза. И глаза очень блестящие, такие красивые, да, все именно на глаза очень уделяется больше всего внимания именно в стиле аниме. То есть нужно глаза обязательно с бликами рисовать, да. Можно еще какие-то следы на лице рисовать, то есть получается какие-то щечки красными сделать, да, или тут вот тут какие-то линии сделать, вот. Конечно, тоже аниме немножко отличает, то есть в стиле аниме очень много разных тоже стилей, техник, да, то есть получается все одинаково все равно не будет, да, если кто в аниме разбирается, то видит, да, где-то может быть не так сильно, да, вот Хаяо Миядзаки, его мультфильмы очень классные, да, именно бестселлеры идут. Конечно, каждый такие мультики обязан смотреть, я считаю, даже в любом возрасте. И получается, вот, если посмотреть, как рисует Хаяо Миядзаки, то можно увидеть, что у него немножко отличается его аниме, да, то есть от классического. То есть там тоже не обязательно такие острые носики, да, и глаза не такие большие, но тоже все равно это стиль аниме, да, то есть тоже есть отличия. Но я не супер разбираюсь, конечно, в аниме, но мультики, конечно, обожаю. Вот. И, конечно, тело тоже надо. Вообще, по идее, любой человек, который любит рисовать, он должен изучить вообще человека, да, как он устроен, делает. Ну вот, самые важные моменты рассказали. Вот. И еще немножко, ну, про губы там не сильно на этом, то есть особенно надо на глаза, на волосы, да, внимание обратить, вот, и на эмоции. То есть персонаж, эмоции, которые мы вообще
ну, у человека на лице не так сильно будет показываться, да, если какая-то разница. А вот в аниме, если персонаж радуется, то очень будет заметно, то есть прям улыбается, да, или, например, злится, да, тут тоже вот рисует очень хорошо именно эмоции. То есть наша сегодня главная задача показать эмоции вашего персонажа. И можете любого персонажа выбрать, любого героя. То есть это не обязательно рисовать то, что у нас было на аватарке. Вот. И ну, сейчас мы приступим к этому. И хочу всем пожелать именно вот хорошего настроения, потому что этот сюжет очень классный. Вот. Так, и еще хотела чуть-чуть кое-что сказать. Кстати, насчет волос тоже очень много таких блесков, по идее, надо рисовать. Вообще, вначале мы планировали или гуашью, либо акрилом, либо акварелью, да, или фломастерами, такими маркерами. Если у вас, ребята, есть маркер, готовьте маркер, потому что маркеры тоже можно использовать, гелевые ручки. Просто сейчас у нас гуашь немножко сложнее будет, потому что тонкие линии делать гуашью сложнее. Но вы можете это заменить маркером, фломастером черным. Вот. Меня слышно, ребята? Слышно. Да, слышно. Да, слышно, да. И если у вас нету картона, либо холста или грунтованного картона, берите бумагу самую обычную, или можете просто именно бумагу для гуаши, для акварели подойдет, потому что гуашь у нас, по идее, это с клеевой основой тот же акварель. И у кого гуашь высох, мы туда добавляем воду, потому что заранее, если вы хотите рисовать, можете подготовить туда, налить воды и смешать, и поставить теплое, ну, на батарею можете поставить. Ну, конечно, если вообще совсем плохо будет, то, конечно, как акварель будет рисоваться, скорее всего, если там клеевая основа совсем высохла. Вот. Ну, можно, конечно, более водянисто писать, это уже как акварель будет пигменты. Также, так, тряпочку, в воду обязательно стакан воды. И, ну, давайте приступим. Сейчас я покажу рабочую зону. Так, ой. Так, здесь мы будем рисовать сейчас. Темно, да, ребята? Да, темновато. Чуть-чуть Сейчас тень я падает. лампу, да, сейчас лампу подготовлю еще.
А сейчас так, ребята, подойдет. Сейчас получше стало. Меня слышно? Скажите, пожалуйста, вы меня слышите? Да, слышно. и видно. Да, Хорошо, слышно, спасибо. слышно. Ага. Вот так нормально? Ну, нормально видно. Самое главное, что видно было. Ага. Всё. Мгм. Ага. Вот я приготовила воду. Мгм. Палитра у меня вот такая. Вы можете просто А4 взять и в файл положить. Мгм. Так лучше, потому что можно сразу файл выбросить. Так. Кто нашел, вы можете своего персонажа рисовать. А сейчас я буду показывать именно персонажа, который был на аватарке, то есть в рекламе. Так, сейчас открою. Очень классный рисунок будет у нас сегодня. Вот наши персонажи. Вот этот рисунок намного сложнее. Ребята, у вас есть эти рисунки? Здесь, да, Аида, у нас? Нет, только на аватарке. На аватарке есть, говорят. Вот, с аватарки, пожалуйста, возьмите. Так, сейчас подойду. Сейчас Аида отправит группу. Так. Вот так четче получается. Давайте начнем, ребята, с сложного. И кто хочет, для домашнего задания будет вот этот рисунок. Либо, если временно мы успеем по времени, мы нарисуем и второй рисунок. Начнем с сложного. Мгм. Хорошо. Так. И, ребята, смотрите, если вам все-таки будет очень сложно рисовать руки, вы можете только вот так взять. Хорошо? Держим наш вот так, ну, в длину, да? И начинаем рисовать карандашом, у кого ручка, у кого просто маркеры, да? Сперва мы должны нарисовать лицо. Вначале лучше просто отметить, найти высоту головы. Можете чуть выше взять, где здесь срезано, можете добавить и оставить сверху пространство. То есть компоновать нужно нам рисунок. Давайте немножко, может, срежем вниз, не знаю, но сверху добавьте, пожалуйста. Вот, и смотрим, да. Пусть наша голова чуть больше будет. Мы не будем нижнюю часть рисовать, потому что для вас, для начинающих, будет немножко сложнее. Но кто умеет, рисуйте, пожалуйста. Давайте сделаем лицо наше покрупнее.
Я здесь оставила место для того, чтобы скомпоновать. То есть чуть-чуть оставила пространство. Здесь смотрим, да? Это в аниме вообще рисует овальное лицо, да? Но подбородок делает острым. Это мы примерно пока отмечаем. И шея очень тоненькая и длинная. Кто видел, наверное, кто-то, может, видел мультики Sailor Moon, там Хаяо Миядзаки и современные сейчас мультики. Вы, наверное, заметили, что шея очень тоненькая, и плечи тоже немножко узкие, да? Примерно так, да? Волосы у нас очень густые будут. Просто сперва отмечаем, где у нас глаза будут, да? Глаза немножко ниже будут, да? И большими такими классными. Примерно отметим, где будет рот и носик. И глаза вот где-то на этой серединке будет. Отметили, где пойдут у нас волосы. Уши, конечно, по-разному рисуют. Совсем маленькие ушки бывают, и оттопыренные, и бывают по-разному, да, но не такие длинные, невысокие. Волосы такие густые, шелковистые, да? Ой, я там не рассчитала, оказывается. Так. Это я отметила будут волосы вот здесь. Вот она очень красивые цветы держит. Подбородок обязательно, вот эти углы вы точно показываете. И подбородок делаете совсем тоненький. Вот такой тонкий подбородок. Так, здесь у нас очень красивые огромные глаза. Выразительные, обязательно должны нарисовать. Не видно сбоку, поэтому может так, глаза сильно разниться могут. То, что немножко сбоку рисую. И у нас зрачки, склера совсем маленькая должна быть. Ага. Самая радужка глаз побольше и подлиннее рисую. Так, что глаза сильно близко нарисовала. Вот я немножко исправляю. Это у меня набросок идет. Здесь веки рисуем. Такие еле заметные линии. Брови рисует высоко, либо у нее немножко она брови подняла, да? Можно еле заметные брови нарисовать. Носик можно просто точку поставить, ребята, либо можно какую-то галочку нарисовать. И тоже смотрите на ваше усмотрение. Давайте точку поставим. И улыбку такую, скромную улыбочку. Так. Здесь у нас бантик будет.
Такие волосы вышины. Такая прекрасная девочка. Так, немножко вот с этой стороны голова чуть пошире должна быть, да? И снизу тоньше будет. А как сделать ее похожей на Туяру Муку? Вы можете бастынга нарисовать. У нас Туяру Муко это в детстве в стиле аниме будет. Давайте, ребята. И можете что-то добавить. Очень красивый бастынга можем добавить сюда, да? Угу. Как вы думаете? Да, точно можно сделать. Ага. Вот тут можно нарисовать, добавить. Кстати, очень красивый вопрос. Либо можно одежду поменять, да? Можно одежду поменять, халата или не знаю. Или вот так. Можете плечики выше нарисовать. Давайте чуть-чуть поменяем. Угу. Одежда вообще очень тоже, вообще любой фантазии нет, ребята. Сделайте Туяру Мако в детстве, очень красивое платье. Я это платье поменяю со временем, пока так не рисуйте. Можно немного так сделать. Можно здесь добавить Илинка Бехер. Здесь я примерно отметила, как у меня пойдет. Вот. Носик, или можно просто вот так носик нарисовать. То есть носик можно по-разному рисовать. Можно галочку поставить, точку поставить или линию, либо стоячую линию. Тоже по-разному. Можно здесь даже вот такие слитные сделать, либо румяна добавить. Видите, как у нее глаза блестят, светятся. На цвет волос, ребята, в принципе, значения не имеет, потому что в стиле аниме волосы могут быть и розовыми, и синими, голубыми. Можете не повторять. То есть, как вы хотите, так и рисуйте. Но немножко добавим элемент на тему ланхо, потому что у нас идет на тему ланхо. Вот. Можете очень красиво рисовать или хайн, одежду, или можете еще добавок, можете еще какие-то кошачьи ушки добавить, да? То есть, ребята, фантазируйте обязательно. Так, брови и улыбочка, да? Очень милая девушка. Подбородок, кстати, совсем маленький рисую. Я немножко большой подбородок сделала. Нижняя часть лица в аниме меньше. Ну, конечно, вообще любые правила можно нарушать. Можно и смешные.
потому что это интересно, классно. Так. Вот такая классная девочка. Давайте мы начнем, да? Все успеваете? Я здесь сделаю круг. Для нас это будет солнце. И, конечно, нужно очень классно пару ресничек показать. То есть не полностью ресницы рисуем, сделаем здесь тени, то есть от век, да. И обязательно, ребята, рисуем очень классные. Оставляем. Вот именно глаза, когда будете рисовать красками, ребята, старайтесь не закрашивать полностью. Оставляйте белую бумагу либо картон. Ну, конечно, или можете потом добавить белую краску бликом. Мгм. Так, здесь у нас... Ага. Сейчас вот так примерно будет. Очень выразительные глаза. Да, еле заметные тоненькие веки рисуем. Вот. Вот такая у нас девочка будет. Все остальное, вот, допустим, если вы рисуете вот эту деталь, фон, вот именно старайтесь так рисовать воздушно, да, чтобы именно самые четкие у нас будут лицо, там, глаза, вообще, да. Ну и, конечно, можно здесь нарисовать веточку с цветами, да. И сзади, конечно, можете сделать немножко или заметные стволы. Давайте приступим. Вот я повторяю, что эту картинку рисуем. Но рисуем, немножко меняем. Кисти, ребята, должны быть разные. Примерно такие. И одна тоненькая кисть. Широкой кистью, ребята, мы рисуем волосы, фон, одежду, да, и кожу можно легко рисовать. Чем становится наша кисть меньше, тем нам легче рисовать какие-то уточнения. Совсем тоненькими кистями мы будем делать линию. Кто рисует акварелью, можете использовать маркер, фломастеры, да? А когда гуашью рисуете, очень сложно наносить маркеры на гуашь. Кто акрилом пользуется, акрил очень хорошо. При высыхании можно уже поверх чем угодно пользоваться. Очень хорошо маркеры садятся, да? Ну и гелевую ручку тоже, по-моему. Вот. Вода нужна для того, чтобы тоже, смотрите, некоторые краски подсохли, но они еще не окаменели, да? То есть, если я сейчас воду добавлю, мне легко будет взять краску. Для себя мы берем вот именно наша палитра, да? В палитру нужно добавлять такие краски, как, если берем именно по фото,
Берем коричневую краску. Также сюда можем немножко желтый добавить. И с этой стороны черный. Так, давайте это сделаем. Беру и вытаскиваю коричневую. Конечно, лучше начинать с неба. С неба начать. Так что пока уберите эту кисточку, либо просто промойте и давайте сделаем фон неба. Потому что если вы, как сказать, если будет касаться коричневый с этим и будет смешиваться, потому что палитра не только у нас в палитре, на картине, в кисточке, да? Давайте возьмем белую краску, сюда положим. Сюда же мы немножко синий добавим. У кого голубая краска есть, можете голубую добавить. Но у меня будет синяя с белым. Этим цветом я крашу фон. Можно еще... Смотрите, как нужно рисовать. Большинство людей в школе тоже, наверное, рисовали акварели дома и гуашью. Мы все знаем, что очень хорошо смешивается с водой. Где-то немножко я светлый голубой добавила. У вас местами где-то, вот видите, светлая часть немножко будет где-то голубым, где-то потемнее будет. Это будет здесь просвечивать, да? Немножко можете кинуть где волосы, да? Или можете потом добавить. Прямо местами кидаем. Где-то я беру еще синий, добавляю в этот цвет. Такой у меня яркий синий получился. И смело сюда добавляю. И пока, видите, и пока у меня цвет не высох, я могу смешать. Чтобы резких переходов не было, можете добавить еще белила в этот цвет. И переходящий цвет делаем. Вот как здесь. Переходящий. Начинаем здесь добавлять. Конечно, старайтесь бросать этот цвет, где вы видели. Можно волосы кидать смело, потому что где-то там синевит, голубит, да? Где у нас челочка идет. Можете совсем тонкий бастына сделать. Не обязательно такой громоздкий. Хорошо? Потому что приветствуется вообще, когда вот меняете что-то новое придумываете, это наоборот классно. Это у нас рефлекс от неба идет, ребят. Потом поверх можем ветку рисовать смело. Как краска высыхает, мы начинаем добавлять воду в краску. И опять же краска нормально становится. Я стараюсь не сильно такие резкие переходы делать. Пускай эти переходы нормально, не резкие.
аниме вообще, по-моему, появилось, да? Первый мультик, по-моему, в 1919 году, если не ошибаюсь. Точно не помню. Вот. И есть очень классные бестселлеры. Ребята, обязательно посмотрите мультики Хаяо Миядзаки, потому что его мультики считаются... То есть, если... Вот в детстве я эти мультики не видела вообще. То есть по телевизору не показывали. Когда я выросла, я увидела. Я подумала, почему я не увидела эти мультики в детстве? Потому что в мультиках Хаяо Миядзаки очень большой смысл в каждом мультике. Обязательно все мультики посмотрите. Это очень старые мультфильмы. Даже эти мультики не считаются мультиками, оказывается. Они бестселлеры. То есть каждый в жизни должен увидеть. Вот. И старайтесь своим детям показывать, потому что там ну, как сказать, учит нас любить природу, да, жизнь, и показывать про экологию, да, про больную тему рассказывают там. Конечно, эти мультики я смотрю и плачу. Даже сейчас, если я увижу, я обязательно заплачу, потому что это трогает, вообще очень сильно трогает человека. Можете в Кинопоиске рецензии прочитать по мультфильму его, да, и унесенными призраками, да, вот про девочку история была очень интересная. Обязательно посмотрите. Посмотрите еще про будущее, про войну, где рассказывает, не помню уже название мультфильма, кто-то не помнит, что другой мультик, ну, от Хаяо Миядзаки. И в этом мультике очень хорошо показывается, как люди, не замечая на вообще природу, на жизнь, они воюют между друг другом. И очень много там, все в масках ходят, как мы сейчас ходим в масках. И это напоминает, это очень старый мультфильм. И это о будущем показывает, что будет в будущем. Там всякие болезни, всякие такие монстры есть. Да? Ну, посмотрите, очень интересно, с таким смыслом. Ну, конечно, в конце все там, ну, не буду его спойлерить, лучше посмотрите. Детям обязательно показывайте, потому что его мультики учат жизнь, ну, к добре, к любви, к пониманию, да, со взрослыми. Вот. Про опасность. Он вот учит именно такие. И когда эти мультики смотришь, ты попадаешь в сказку. Но сказка не обязательно хорошая, да? То есть там и зло, и добро есть. Поэтому в каждом мультике ты плачешь. Вообще. Даже мужчины в возрасте плачут. Очень много рецензий в Кинопоиске, кому больше 30 лет. И они все пишут, что почему не увидели. Ну, многие заплакали. Вот. Поэтому, ребята, аниме — это не только для детей, не только для подростков, это для всех. Вот Хаяо Миядзаки я рекомендую. Фильмы у него очень долго идут. Потом смотрите со всей семьей. Вот. То есть мультфильм, точнее. Фильм, можно сказать. Теперь мы еще где-то немножко не хватает рефлексов, там добавляем. Сейчас, так как мы взяли голубой цвет, мы добавляем, где наши глаза. Старайтесь, ну, конечно, я, наверное, скорее всего, затрону. Или возьму кисть потоньше, потому что сейчас будет очень сложно. Если у вас формат меньше, чем А4, еще сложнее будет. Я сперва начинаю со светлого, да? Здесь очень много бликов, ребята. По фото посмотрите, там разные и угловые, и круглые, и маленькие блики. Если у вас акварель, вы ни в коем случае не касаетесь бликов.
А у кого гуашь, можете, конечно. Но я не буду касаться, постараюсь. Конечно, в принципе, гуашь белила есть в гуаши, поэтому можно такие рисовать. Я светлый сделала. И теперь беру вот этот темный синий цвет. Этот темный синий взяла. Ой. Вот здесь положу. То есть почему мы немножко сверху темнее делаем? Потому что глаза шаровидные, а веки поверх, да, этого шара глаза, да, точнее, вот. И сверху свет падает, и тени падают вот именно сверху будет намного темнее, снизу будет светлее. Когда мы рисуем глаза, мы должны немножко эти правила соблюдать. Немножко можно края затемнить, да? Но большая часть снизу будет светлее. Поэтому смело сверху затемняем. Мгм. Также я без белил сейчас возьму еще немножко синий цвет. Еще темнее буду делать. Извините. Так, вот тут еще немножко затемним. Видите, смешивается с голубым, потому что у нас пока еще не высохла краска. Наносится очень легко. Переходы можно делать не такими четкими. Вот этот темный очень хорошо подойдет, если я сейчас вот тут немножко обводку сделаю, да? Ребята, может у нас отключиться Zoom, поэтому не уходите, я обязательно переподключусь. Если, Извините, сегодня не будет отключаться, так что будет хорошо всё. смело, хорошо. Да. Мгм. Спасибо. Обязательно рисуйте с вашими детьми аниме, потому что это классно. Классный стиль. И смотрите мультики, именно бестселлеры. Ну, про современные мультики я не знаю.
Тоже, думаю, классный. Конечно, можно зрачок черным можно сделать, или можно просто вот синюю тучку поставить. Зрачок не обязательно такой тоненький, может быть, ой, маленький, можно вообще зрачок побольше рисовать. То есть именно в этой картинке, именно такая светлая картина, чувствуется, что тепло и солнечно, да, и зрачок поменьше. Так, конечно, зрачки побольше тоже рисую. Старайтесь. Можно еще немножко затемнить цвет. Так. Где-то можно сразу немножко вот такие скидать, как сказать. Ну, конечно, блики посветлее будут. Можно немножко добавить где-то еще здесь. Немножко можно фиолетового цвета рефлекса добавить. Вот. Бантик. Кто хочет, рисуйте бантик обязательно. Но бантик, может, я позже нарисую. Сейчас будем волосы рисовать. Ага. Давайте продолжим. Ребята, не оставляйте ваши кисти в воде. Они просто испортятся. Берем нашу кисть коричневого цвета. Коричневый цвет, ребята, можете разные цвета добавить. Добавьте сюда желтый рядышком, потому что сейчас мы будем где-то осветлять, где-то затемнять. Не забудьте добавить фиолетовый цвет. Желтый, можно красный добавить немножко, или просто не красный, а вот такой коричневый есть, ребята, это сиена жженая. У кого есть сиена жженая, и коричневый добавьте. Вот, видите, от коричневого цвета отличается. У кого нету такого цвета, ложите красный. И фиолетовый. Фиолетовый. Почему картон и холст? Вы, наверное, себе задаете этот вопрос. Потому что картины, написанные на твердой поверхности, они классно смотрятся. Эти картины можно повесить. Ну, конечно, гуашь любит любую поверхность почти. Холст, грунтованный, тонный картон, либо бумагу. У меня просто картон закончился. Поэтому большие только остались. Поэтому у меня бумага плотная такая, как гуашь. Так, коричневый взяли. И давайте еще черный цвет. Не забудьте черный цвет добавить, потому что у нас где-то немножко темнее нарисован, где-то светлее. Вот. Желтый, коричневый, такой краснинкой коричневый, сине-жженый, фиолетовый и черный. Так, давайте, давайте. Не видно, да? Так, поставлю. Пробуйте. Коричневого цвета, ребята, не так много. Если вы заметили, что как будто много коричневого, на самом деле здесь не только коричневый, фиолетовый, там очень много цветов. Где увидели, ребята, коричневый? Ну, коричневый, он более такой с краснинкой идет. Ну, можете просто коричневый смело вложить. Где-то сзади такой коричневый идет. Немножко смешался какой-то коричневый, да?
Немножко он получился такой легкий сзади, вот здесь, да. Можете туда, в этот коричневый, просто вот именно вот этот голубой рядышком, который цвет был, смешать с ним. И получится такой легкий коричневый, воздушный, да. Как будто там воздушная перспектива появилась. И сюда ложим. Да, и сюда положим. Вот. В детстве я тоже очень много аниме рисовала, потому что обожала аниме. Еще мультики, ну не знаю, Sailor Moon были, но у нас как бы телевизор не показывал. У нас в детстве родители на Новый год подарили японский набор, такой классный набор игрушек японских. Там так классно было, там так современно, да? Даже сотовый телефон был. Это не настоящий сотовый телефон был, это именно мобильный телефон с функцией калькулятора. Даже такое было в детстве. Прикольно было. Но это был калькулятор в виде телефона мобильного. И получается, японцы вообще очень современные. И техника у них все современная. И подарки, кстати, японские очень классные были, очень качественные вообще. Сейчас таких подарков я не вижу. Это набор, это рюкзак подарков был. Вот. Там было все в аниме. Самый лучший подарок в детстве. Там был такой подарок, визитные карточки, деньги были, юани, там все, извиняюсь, там, не помню, и в доллары были. Вообще очень было интересно. Там и разные визитки с аниме девочками классно. И было вот это устройство, ну, сейчас же оплачиваем, так шик-шик делаем, и вот, ну, к дверям, представляете, с музыкой там. Вот эта визитка тоже работала там. Терминал, да, терминал был, все такое, очень интересно было. Но сейчас таких что-то не делают. Ну, в Японии, наверное, делают. Но еще современнее, наверное. Вот. Сейчас я вот смешала. Вот смотрите, вот этот цвет, он немножко как-то получается с красненькой, да? Это я добавила вот этот красновато-коричневый к небесному свету, который у нас в палитре был. И смешала и получила такие цвета. И начинаю вот эти добавлять. Я пока бастыга закрашу, потом добавлю бастыга сверху. Я сделаю аккуратный, такой громоздкий. Это слишком громоздкий нарисовала. Может, мне чуть-чуть поменяю. Тоже очень балдела от аниме в детстве, когда вообще маленькая была. Но потом уже как-то от этого отошла. Но все равно нравятся мультики. Я думаю, вам тоже. Помню, наш преподаватель, когда мы рисовали ВИЗО, то есть, на предмете ВИЗО, урок ИЗО было, да, изобразительного искусства, и там мы рисовали человека, учили, да, лицо как рисовать. Конечно, я рисовала огромные глаза, огромный нос, огромные губы. Это не аниме было. Это больше афроамериканских девочек рисовала. Но были такие выразительные. Но преподаватель говорил, таких людей не существует, и вытирал. А на самом деле такие люди есть. Вот.
Поэтому обязательно показывайте вот себя именно. Не нужно кого-то слушать, да, прям одинаково делать. Я все равно рисовала, как хотела. Вообще не слушала учителей. Никакие правила не соблюдала. Ну, конечно, это в детстве было. Но когда вы учите правила, ну, как рисовать там, ну, на это время надо именно, ну, не академический рисунок, конечно, это очень сложно, с часами надо сидеть. А так можно, конечно, изучить немножко, вот хотя бы правила, как лицо рисовать, это тоже с шара начинать, там добавлять подбородок, отмечать глаза, все это можно измерять. Но в аниме это не стоит делать. Просто можете сверху нарисовать круг, да, и снизу добавить. И все. То есть аниме это получается, вы должны эмоции показать, да? Можете свои или эмоции персонажа. Я взяла коричневый, это без краснинки. Потом буду снизу немножко осветлять. Вы можете оставить место для бастына, можете не закрашивать. Но я пока закрашиваю, мне легче сверху нарисовать. Потому что я хочу очень такую тоненькую сделать. Старайтесь добавлять очень много разных оттенков, когда вот много добавляете. То есть не одинаковых цветов, у вас классный рисунок получится. Ребята, обязательно смотрите наши видеоуроки, предыдущие уроки. Очень классно было. Фактурная живопись, скульптурная была, фактурная это. Мы птички рисовали, очень классно. Можете использовать простую штукатурку любую, смешать с водой и колеры. То есть это недорого выходит. Или можете просто пасту акриловую купить в лавке художника. Либо я видела в акварели. Ну, не знаю, но лучше в лавке художника смотреть. Кстати, я заметила, что в лавке художника дешевле всего краски. Раньше они очень дорого были. Там появились ребята, фирма китайская, китайских красок, они классные. Брауберг называется. И они холсты. То есть это самые дешевые краски будут. Мастер-класс, конечно, дорого, очень дорого. Хотя это наша питерская краска. Мастер-класс тоже качественно. Брауберг, говорят, тоже неплохая краска совершенно. А сонет, ну, разные по ценовой категории. Тоже смотрите,
И старайтесь брать, если вы акрилом будете рисовать. Я сейчас добавила фиолетовый, фиолетовый цвет в голубой и в кисточке немножко коричневый. Начинаю фиолетовый цвет добавлять. Это немножко темный фиолетовый, потом буду чисто фиолетовый брать с белилами. Если вы заметили, у вас начнет ваша картина немножко белесость появляться, да? Почему у нас белесость появляется? Потому что это такая, как сказать, особенность гуашевых красок. Они, конечно, при высыхании белеют. Этого не избежать. Вообще самые лучшие краски это акварель, масло и акрил. Гуашь тоже классно, но профессиональных художников, известные, по-моему, французский, не помню его имя, но есть такой художник, который только гуашью рисует. Его картины очень дорого продаются. Но гуашь не вечная краска. Ну, очень легко рукой случайно задеть, мокрой, да, и краска прямо прилипнет даже через несколько лет. Вот. Конечно, гуашью надо рисовать. Тоже интересные картинки получаются. И хорошо гуашь под стекло, под пластик положить. Тогда ничего не будет с картинкой. Так, сюда я добавлю черный. Сейчас я взяла черный цвет. Черный цвет я добавила в коричневый. И начинаю. Это не чисто черный, это черный с коричневым цветом. Когда смешали коричневый с черным, мы получаем умбру ленинградскую. То есть умбра ленинградская считается немножко коричневым цветом, но получается с этим, как сказать, то есть не черный это, но очень темный коричневый. Мы есть в Ютубе. Вы можете посмотреть этот видеоурок и подписаться. Будет в чате на наш YouTube-канал. Пожалуйста, отправьте ссылку и ссылку, куда можете свои работы отправить, фотографию на номер нашего руководителя. И вы автоматически станете участником конкурса. Скоро у нас открытие выставки будет, и ваши работы будут именно как фотографии все. И получите замечательные призы, классные. И можете не только картину, которая может несколько ваших картин участвовать. Пожалуйста, отправляйте. Вот немножко черные, чуть-чуть линии делаю. Конечно, толстой кистью лучше не делайте такие линии, а лучше сразу переходите на тонкую кисть. Намного легче. Ребята, кто-нибудь видел мультфильмы Хаяо Миядзаки?
Можете поделиться, кто смотрит YouTube в чате, своими эмоциями увиденного. И что вы там в этом фильме поняли. Еще так волосы как-то закрутились, да? Интересно. Любые работы принимаем на тему Аллахо, ребята. Это может быть пейзаж, это может быть стиль аниме, это вообще любой стиль приветствует. Это может быть даже скульптура, это может быть скульптурная живопись. Акварель, карандаш, ручкой можно рисовать. Кстати, ручкой и цветными карандашами картины классные получаются. Можно еще, конечно, тут коричневым рисовать, но пока мы оставим. Сейчас скоро будем кожу рисовать. Мгм. А то, что вот кто хочет цветочки нарисовать, да, деревья, да, это то, что ближе мы потом рисуем. Можем немножко сейчас фоновые деревья сделать. Кисточка. Ну, старайтесь потоньше взять. Но деревья, ребята, сильно коричневым не делаем. То есть мы взяли этот коричневый цвет, да, любой, который есть у вас, и добавляем вот именно вот синюшно-белый цвет. Делаем только намек. Не рисуем вот именно конкретно деревья, такие, как сказать, ну, хотя бы либо белила немножко с голубыми добавьте, чтобы именно такой темно-коричневый не был. Потом мы немножко еще затемним. Вот, допустим, вот там дерево. Есть какой-то такой сероватый цвет. Что у меня тоже немножко темный получился. Ну, посмотрим сейчас. Еще добавим светло. Или виднеющийся будет. Как-то вот так. Можно еще немножко с голубым. Вот такой еле заметный получился. Здесь еще еле заметный. Можно немножко где-то синевить, да? Можете несколько оттенков добавить. Прям не обязательно один такой серый должен быть. Наше дерево, стволы. Не обязательно одинаково делать. Как легко рисуется, да? Ребята, все успеваете за мной?
Так. И где-то немножко пятна этих сакуры сделаете, других цветов. Как-то так-то. Можно еще добавить ветки. Можете тонко сделать, да? Давайте сейчас делаем кожу. Такой телесный классный цвет. Нежный будет у нас. Как делаем цвет кожи? Наверное, кто в предыдущих уроках присутствовал, наверное, знает, что мы добавляем 3 основных цвета. Желтый, красный и белый. Но можно еще туда немножко какие-то красные сено-жженое, английское красное или по коричневой можно добавить. А также можно делать, конечно, добавлять и синий цвет, да? Но мы не будем. То есть у нас этого не надо делать. У кого, ребята, вот так грязно получилось, старайтесь брать именно с чистого, да? Вот убираем грязь в сторону и берем, где у нас, ой, совсем чистая белая краска. Если у вас краска вообще закончилась, именно белый цвет, потому что белый цвет мы используем много, да? Тогда берете обязательно отдельно краску, покупаете, отдельно белила и черный цвет продается. Добавляете просто. А вот остальные краски, они, конечно, надолго хватит. Берем красный. Красные белила больше взяли, красного совсем чуть-чуть. Вот чуть-чуть взяли и положили красным. То есть нам нужно слегка только, да? Мы не будем сильно красный, желтый делать. Мы в это белило добавили красный чуть-чуть. Вот смотрите, как классно получается. Такой розовый цвет. Можно чуть-чуть слегка сюда добавить желтого цвета, смешав красный, желтый и белый, мы получаем такой телесный цвет. Если вам видно, вот получили телесный цвет. Если сильно краснеет, можете еще желтого добавить. Если сильно вы желтый добавили, то добавьте больше белил. То есть смотрите тоже. Добавить белила. Можно еще добавить. Вот так вот. Вот такой у меня телесный цвет получился. Классный цвет. Смотрите. Вот. И смело закрашиваю в один цвет, ребята. Потом будем добавлять. Будем щечки розовее делать. Старайтесь ровно делать, потому что гуашь, видите, когда мы сильно нажимаем, остальная краска прям выдавливается. И слегка вот так проходимся повторно и выравниваем гуашь. Потому что я немножко гуще взяла. Вот. Вот так. Здесь немножко.
Видите, как классно получается. Поделитесь, ребята, если что-то непонятно, спрашивайте, пишите. А еще классно рисуется, кстати, на планшете. Можно на планшете рисовать очень классные аниме картинки. Или фэнтези такие. Можно очень классные картинки рисовать на планшете. Или можете рисовать прямо на телефоне. Можете всякие приложения скачать, где больше звезд. Попробуйте. Если хочется порисовать на планшете, оставляйте ваши предложения. Можем научить, как рисовать на планшете. Потому что я тоже рисую на планшете. А это уже будет компьютерная графика, да? Это не компьютерная графика будет, а графический рисунок будет. Можно смело рисовать на телефоне, либо можно, очень дешевые планшеты продаются, такие маленькие. Они в телефон подключаются, ребята. И в телефоне можно прямо смотреть, не нужен никакой компьютер. Приложения бесплатные очень много в телефоне. И прямо вставляете и рисуете ручкой. Либо, конечно, можно пальцем рисовать по телефону, либо стилусом специально. Либо просто, если у вас планшет есть, можете там рисовать. То есть это Или все равно на руками рисовать, да? Да, это руками рисовать. И это очень классно, ребята. То есть Надо будет попробовать. тоже, если кому интересно, пишите, ребята. Можем сделать такие мастер-классы. Да? Вот. Сейчас очень, ребята, кстати, компьютерная, ну не компьютерная, а графический рисунок считается сейчас очень популярным. Некоторые художники просто рисуют классные рисунки, даже можете вы сами, не обязательно быть профессионалом. Вот эти рисунки можете продавать в этом. Есть специальные сайты, где продают именно графические рисунки. Там очень фэнтези любят, аниме любят. Все, любые компании покупают ваши рисунки. Потому что и даже подростки рисуют, и дети. Там нет возраста, по-моему. Главное, чтобы... Ну, конечно, можете, ваши родители могут регистрироваться, а вы можете продавать, если вам нет 18 лет. То есть как бы родитель продает, а вы рисуете. То есть и получаете, соответственно, за это деньги. То есть получается, кто угодно может, любая компания покупать ваши картинки. Я немножко вот телесный красный добавила и щечки рисую, еле заметные. Вот такие классные щечки у нас получились. Это еще немножко краснинку добавим. Где носик можно добавить еще краснинку, да? Где шея можно теневые, дальше немножко темненькие мы добавим сюда. А шея, видите, немножко красно нарисована. Это какой-то такой розовато-бордовый цвет. Вот такой. Можете розовенький добавить. Либо в красный немножко белила. Кажется, у меня подбородок опять увеличивается. Просто я криво рисую, и вообще сбоку сижу, и мне ничего не видно, ребят. Просто тут прямо камера стоит. Трехножка мешает рисовать. Поэтому, ребята, не смотрите, как у меня все криво получается.
Заранее извиняюсь за это. У вас должно быть все отлично. Так, ну, конечно, еще можно где-то такой притушенный розовый добавить. А насчет еще вот графических рисунков, да? А, Там, короче, вот так вот, если коротко сказать, там получается просто за изображение вам платят. Это как дополнительный заработок, можно так делать, ваши рисунки продавать. Даже там фотографии продают, ребята. Даже ваши рисунки, которые вы можете просто фотографию рисунка продавать. Не обязательно куда-то таскать ваши картины. Там сразу смотрят. И вы не участвуете в продаже. Просто туда ложите. И вам просто деньги капают. Ну, там недорого ставишь, тогда очень много могут быть покупок. Какая сладкая девочка получается, да? Ой. Так, у меня немножко коричневый попал. Такая милая девочка, да, ребята? Мгм. Теперь я хочу чуть-чуть добавить немножко челку рыжеватой сделать, так, коричневатого цвета. Беру любой коричневый и добавляю этот цвет, либо красный, ну, смешиваю с желтым. Коричневого совсем мало добавляю. Вот, смешали желтый с коричневым и получили вот такой охру золотистую. Ой. Здесь у нас поярче. Вот, классно. В аниме, кстати, ребята, волосы могут быть любого цвета, еще раз повторяю. Не обязательно делать коричневыми, можно желтые, блондинистые, можно кончики волос фиолетовые, розовые, красные, или просто волосы могут быть розовыми. Это ваша фантазия, это очень приветствуется. И, кстати, в аниме почти всегда присутствует челка, если вы заметили, да? Такие классные густые челки рисуем. Если краска сохнет, добавляем слегка воду. Немножко вот, где вот эти светлые части, можно, конечно, вот этот желтенький, оранжевый, ой, охристый цвет добавить.
Кстати, когда графику рисуем, там очень, по идее, легко. Там очень много кисточек есть, можно такие картины рисовать, как фотографии, как ну, любой стиль. Там есть кисти, гуашь, там есть краска, там вообще любые кисти есть, любые карандаши, можно любой цвет выбирать. Вот. Вот опять какой-то сероватый цвет я взяла. Чуть-чуть шире. Немножко какой-то серый я добавлю. Попробуйте объемную картину нарисовать. Там в Ютубе есть другие видеоуроки. Посмотрите, ставьте лайки, отзывы, любые ваши замечания. Мы посмотрим обязательно. Так, все уточнения, наверное, чуть позже сделаем, да? Сейчас будем, ну, немножко я тут еще немножко голубой цвет добавлю, фиолетовый. Чуть-чуть надо волосы доработать. И начнем одежду рисовать. А потом уже, когда будем какие-то уточнения делать, будем уже добавлять бастыма. Там будет очень интересно. Это национальная одежда якутская, сахалы. Вот. Такой фиолетовый добавился. Ну, тут я, скорее всего, бантик все-таки сделаю, но не сейчас. Это тоже будет уточнение. Ушки. Ага, ребята, я ушки не нарисовала. Тоже смотрите. Добавляйте сразу. То я, кажется, за волосы приняла уже. Вот такие небольшие ушки бывают. Рисуем, да? Кстати, наверное, мы сейчас волосы докончим и сделаем, давайте, перерыв. Глаза, наверное, у вас устали. Нужно обязательно походить. Не сидите на одном месте. Это очень вредно. Сейчас я вот эти фиолетовые закончу и сделаем перерыв.
Немножко голубой добавим. Все-таки голубые блики будут классно смотреться. Вот так вы можете свои эмоции выражать в аниме, да? То есть это эмоции, характер, да? Ощущения показывать. Это надо наоборот рисовать, я считаю. Ой, как классно получается. Давайте сделаем перерыв, ребята. Кто как хочет, 5-10 минут. Наверное, устали и продолжим, потому что у нас, как нужно отдохнуть, потому что у нас еще очень много осталось. Мы не успеваем по времени. 10 Здесь одежда осталась, и вот уточнение, и сделать бастыга, и линкебегер очень будет классно. Оставайтесь. Давайте Да? 10 минут. Давайте 10 минут сделаем, правильно. Не сидите, и пока я скажу, как подойду. Ну все, ребята.
Так, сейчас. Давайте продолжим. Мы сюда возьмем немножко кисть пошире. Будем делать одежду. У меня одежда будет немного голубого цвета. Или белые. Сейчас посмотрим. Такой же цвет выберем. Цвет одежды. Потому что там тоже рефлексы будут. Голубые, там фиолетовые тени. Это скорее даже не фиолетовые, а сиреневые, да? Берем белый цвет. Этот белый мы добавим голубой, ну, синий, который у нас есть, да? Смешаем и получим такой синий цвет фиолетовый. И сразу рядышком сделаем фиолетовый, этой же кистью с белым добавим фиолетовые оттенки. И сразу здесь где-то добавим эти фиолетовые. Тут можно вот холода и бывают же эти классные. Вот такие. Форму. Так, здесь немножко где-то добавим такой цвет. Примерно знаем, где-то здесь у нас начнется. Можете не обязательно такие, не обязательно прямоугольник, да? Давайте немножко с закруглением сделаем. Какой-то такой. У меня отец раньше делал бастона и якутские украшения делал. Браслеты делал такие классные, широкие еще.
Ильинка Бегер, мы тоже в детстве помогали. Вот. Весь этот процесс знаю. Очень интересно было. Не все у нас таким сиреневым будет. Вот эти вмятины сделаем такими сиреневыми цветом. Немножко надо немножко голубой цвет добавить, потому что сильно одинаковый цвет тоже не очень хорошо. Здесь тоже покажите, что одежда, вот эти края такие, вот такая, не знаю, как называется. Вот здесь. Такое классное платье будет, девочки. Я сделаю чистый, надо. У меня просто коричневые разные цвета получается. Здесь у нас такой голубоватый цвет получается, поэтому сейчас попробую. Будет такой голубенький цвет сделать. Ну, как-то у меня вот такой цвет получился. Небесный. Голубого такого яркого нет. Но если у вас есть, это будет классно. Я хочу здесь добавить. Конечно, белый можно еще добавить с желтым. Такой солнечный цвет сделать. Видите? Тем больше цветов вы добавите, так интересно становится. Здесь можно еще такой яркий синий. Не обязательно наш инкубятор должен быть прям из серебра, да? Можно вообще пластиковый любой сделать. Любого цвета, как хочется. Просто я добавляю цвет такой синий, чтобы было интересно. Потом еще добавлю другие цвета, потому что у нас и этот цвет можно еще немножко где-то здесь добавить, да? Слегка. Фиолетовый. Можно немножко потемнее фиолетовый взять. Здесь добавить. Где-то вот можно показать, что можно так еще немножко фиолетовый цвета добавить. Контуры можете делать
теневые. Я фиолетовую обводку тут сделаю в одежде. Вы тоже делаете. Можно здесь линии сделать. Я возьму тонкую кисть для обводки. Именно этим фиолетовым цветом. Тоненько делаем обводку. Вот такая у меня тонкая кисть. Это у меня единичка, кажется. Вы можете брать нулевки, 3 нуля. Когда просто краска набирается в кисть, у вас кисточка толще становится. Здесь еще можно такие. Так как мы здесь сделали обводку, можем сейчас просто делать обводки, да? Обводить. Давайте лицо. У нас не черный цвет будет, ребята, у нас будет коричневый. Но если ваш коричневый слишком такой яркий, какой-то желтизной, можете туда добавить либо сине-желтое, смешать, да, и немножко черный цвет добавим, чтобы не такой яркий был. Можно, конечно, немножко красненько добавить, либо сине-желтое, либо цвет бордовый можно добавить. Такой темный красный, коричневый. Получаем. Не прям, я не так сильно много черного добавила, поэтому у меня не убранная градска. Вот такой темно-бордовый с коричневым получился. Ну и черный чуть-чуть добавим. Так. Бровки я делаю этим цветом. Уж надо как-то... Можно рисовать поверх челки брови, потому что в аниме это можно. Вот, или такие редкие челки может просвечиваться, да? Кажется, у меня одна бровка ниже получилась. Ладно, не очень видно. Такие тоненькие линии рисуем, бровки у нас. Также мы рисуем тоненько подбородок. То есть надо очень аккуратно.
Также можете вот эти волосы. Видите, краска сохнет, добавляйте воду. И классные волосы сделаем чуть-чуть еще. Так, у нас здесь немножко коса есть. Тоже уточнение. Этот рисунок сделан именно графический рисунок. На планшете нарисовала. Потому что, как я говорила, кистей очень много. Можно даже как масляную картину сделать в графическом планшете. В любом стиле можно там рисовать. Вообще очень классно. У меня может быть не очень аккуратно, так что на меня сильно не смотрите. Потому что у меня камера мешает, ничего не видно. А вы стараетесь аккуратно делать. Этим же коричневым. Конечно, вот здесь, где у нас веки, можно чуть-чуть притушить коричневым, потому что сильно такой четкий у нас костюм получился. Можете, конечно, чуть-чуть добавить все-таки светлого оттенка. Губы сильно тоже не хочется прям чернить. Еще я местами придавала такой. Тут я немножко тревою точку поставить. Можно ввести волосы. Ребята, когда водку делаете, сильно густо краску не берите, потому что тоненькие линии плохо получаются. Дайте, что тут волосы доработайте.
нашето ярмарку в детстве, да? Либо подросток. Вы сами можете. Ну, в молодости, да? Так, чуть-чуть я челку надо доделать. Тут надо тоже очень тонко прорисовать. Также веки. Опять веки. Сильно много воды взяла, кажется, красок. Тоненькие тени. Чуть-чуть слегка. Чуть-чуть затемнил. Кстати, белок тоже мы забыли тени добавить. Белок, кстати, сильно белым не рисуем. Ну, в смысле, рефлексы, тень не забываем. Это я имею в виду. Тут я светлый коричневый добавим, чтобы сильно не темнело по краям. Да, еще забыла сказать. Реснички рисуем, ребят. Тут можете еще точки нарисовать. Так. Так, еще губы делаем тоже тоненькой кистью и нежные розовые. Это белила с красным или заметные. Тоже где губы надо блик добавить. У меня немножко темный получился. Ну ладно. Тогда я еще белила добавлю. И будет классно. Можно еще слегка чуть-чуть желтый добавить. Что-то у меня не получается. Потом я сюда блик добавлю, наверное. Не сейчас. Сверху вообще, в принципе, можно не рисовать. Только нижнюю губу. Ну, тоже смотрите сами. Я синие все-таки теневые сделаю. С сиреневым или синим с белым у меня будет теневые. Я забыла их здесь добавить. Надо еще чуть-чуть фиолетовый. Притушить немножко. И здесь. Вот такие теневые будут. Тогда у нас глаза получатся объемные. То есть уже натуральные становятся. То есть уже чувствуется, что там тень. Ага.
Ну, можно белок так оставить. В принципе. Реснички добавим. Реснички, пару ресничек. Не надо там много рисовать. Тоже можете как угодно. Мгм. Мне кажется, эта щека больше, да, ребят? Кажется, не заметила. Ну ладно, пусть остается. Так, сюда мы должны еще наши блики добавить. Опять же, кисточку моем. Можно в белый цвет, в принципе, немножко желтого добавить. Либо просто белый. Белый цвет, он такой плоский. Поэтому у меня белый цвет смешался с синим чуть-чуть. Давайте попробуем слегка. Еще капельку, очень незаметно желтый добавить можно. Белый. О, классно цвет получился. Белый я добавила. Вообще, очень вообще незаметный желтый цвет. Так. Начинаем блики рисовать. Здесь у нас вот тут блик. Угу. Где носик? Тут посеклее сделаем. Да? Где губы? Блик делаем. Подбородок. Сейчас немножко. Всем тоненько кажется. Вот так примерно. Еще можно тут немножко белым с голубым добавить. И давайте волосы. Всем тоненьких не надо сделать. Так. Классно получается.
качественно получается на одном дыхании. Наши блики. И тоненькие еще. В челочке, в принципе, давайте чуть-чуть блика добавим. Это здесь можно добавить. Там вода попала. Ничего. Можно стакан еще вот. Совсем тоненько. Сейчас мы перестараемся, у нас наоборот не очень будет. Вот. Эти глазки все-таки белые. Карандаш виден. Вот. Как же классно. Ой. Так, извини. Беру кисть немножко пошире. Буду сейчас одежду белить, потому что у нас сильно. Опять же беру много белого и добавляю туда чуть-чуть желтого, чтобы цвет не был плоский. Солнечный цвет добавляю. Хорошенько смешаем. Ну, пусть где-то желтый останется, не смешанный, да? Но много желтого не надо добавлять, потому что если добавить много желтого, у вас, как сказать, не совсем такой белый будет. И вот здесь начинаем добавлять белый цвет. Очень классно. Смотрите. Ну, конечно, гуашь немножко где-то просвечивается. Так что можете по второму слою пройтись и не будет просвечивать сильно. Так. Так, все будет. Где-то здесь. Можно тут тоже немножко посветлее сделать, чтобы прямо сильно синим не стал.
Это у нас белый холодай, ну, платье, да? Не обязательно холодай, это платье. Вот. И когда у нас попадает тень в белый цвет начинает такие сиреневые оттенки отдавать. И голубые там разные. Вот. Это на самом деле белое платье у нас, а не синее. Вроде белая лошадь, видим, да? Но если видеть, то можно увидеть очень много разных других цветов. И желтый там от цвета зависит, да? Тоже все рефлексы дает. Мгм. Конечно, можно каким же цветом сделать, да? В принципе, любым можно. И который белый цвет остался, может этим белым цветом, в принципе. Сделать пастема. Ой, не пастема, а этот наш Блинкбер. Можно фиолетовый? Фиолетовый цвет я сделаю. Можете любой цвет, разный цвет добавить. А потом будем добавлять солнечный свет, и будет классно. Еще такой чуть серовато-серый сделать. Чем больше у нас разных оттенков, тем лучше. Так, немножко синий цвет все потерялся. Ну, ладно. Несут, да? Ну, голубенький чуть-чуть. Надо голубую ленту все-таки добавить, да? То есть лента тут голубая будет. И сюда мы добавляем вот этот блик. Так, осталось бастонать. Ой, не бастонать, это я сделал. Надо очень красиво сделать. Сейчас. Основу подготовили. Ложись, не бежи, пожалуйста. Пусть подсохнет чуть-чуть, и мы сюда добавим белила. Немножко можно с желтым. Домашнее задание, ребята. Кто хочет, можете сделать любой другой аниме, либо который второй вариант. Было бы здорово. Отправляйте, пожалуйста,
свои работы. Вот. У нас скоро выставка будет. Участвуйте, пожалуйста. Так, сюда. Можете любой узор сделать, в принципе, да? Или просто, если кто не умеет, там узор делать, можете просто цветочные линии сделать. Так как у нас свет идет оттуда, мы делаем вот такие вот полукруглые. Тут слишком мелко даже рисовать, оказывается. Кисточка нам не позволяет это. Можно вот тут кружочек нарисовать, да? Это у нас как бы намек на узоры. Такие интересные будут цветочные узоры. Получается, когда одевают серебряные украшения, эти украшения защищают девочку. Здесь можете сердечки рисовать, вот что угодно. Вот, и есть такие рисунки, как сердечко, именно якутские узоры очень красивые. Очень много в виде сердца есть такие, много цветочных, сердечных узоров, да. Так, здесь прям сердечко у меня не получится, сильно маленькие эти. Вот я какие-то вот шарики сделаю, здесь кубики нарисую. Почитайте про Лонхон, про ту ярмарку, очень интересно. Оказывается, ярмарка очень сильная, очень ловкая, такая быстрая, красивая. Даже говорят, что через ее кожу просвечивается ее сердце, все ее органы, кости. Вот такая у нее прозрачная кожа была, оказывается, белая. Ну, конечно, все по-разному описывают. Это одна из сказок, да? И у нее очень-очень богатые украшения, да? Там шуба. Еще про нее рассказывают, что она только вот из ее кормили собо, рыбой, карасью кормили. Только, по-моему, ей давали язык рыбы. И в то время у них, оказывается, караси очень огромные были, не как сейчас. Вот. Считается, считалось даже, может и сейчас считается, что
Вот именно язык очень полезен. Не знаю, рыб. Это читала я и про это. Вот. То есть ее кормили самыми этим. Ну, кости ей не давали там. Ну, не знаю, так вот рассказываю. Я вот подумала, мы, скорее всего, пустыню не будем рисовать. Если хотите, ребята, рисуйте. Здесь мы уже сделали платье очень красивое. И я думаю, достаточно будет этого. Потому что по времени мы не успеваем. А вы можете добавить. Но это тоже как бы не обязательно. Потому что вот. Нужно очень легко исправить гуашью ваши ошибки. Вот здесь я ошиблась, я сразу закрашиваю. Убираю лишнее. Это я сильно много воды добавила, из-за этого у меня тоже коричневый цвет испортился. Кстати, обязательно посмотрите другие видеоуроки, там очень интересно. Есть картины масла на разные темы. Пейзажи есть, объемные картины, цветы, пионы рисовали, очень красиво было. Так, и, ребята, ставьте обязательно вашу подпись. Я поставлю синим цветом. Можете ваш ВК написать, страницу вашего ВК. Ну, как угодно. Можете просто подпись поставить. Можете имя, инициалы. Но обязательно поставьте. Не стесняйтесь, это ваша работа. Даже если вы первый раз рисуете на тему аниме, это здорово. Сейчас очень даже модно, не обязательно прям идеально рисовать. Сейчас очень модно именно картины, которые непонятные картины, пятна разные, вот такие рисовать классно. Пробуйте, находите себе стили разные. Не обязательно это должен быть пейзаж или там природа. Рисуйте то, что вам нравится, не надо там кого-то слушать. Вот. Надо то, что нравится рисовать. Потому что даже кто рисует, сейчас я скажу честно, картины с природой мало берут. То есть людям нравится современный стиль, там современные картины, модерн, а такие интересные работы нравятся. Аниме нравится людям. Можно даже как бы, если хочется на тему Мухо рисовать, можно по-любому, как угодно современно нарисовать. Это не обязательно должно быть природа, там, Аллас. Можно даже вот природа, Аллас можно очень интересно сделать. Чтобы человек остановился, увидел ваши картины и подумал, какие-то эмоции почувствовал. Мы должны показывать эмоции обязательно, чтобы картина человека задела. То есть задумался человек, а что этот художник, а что он нарисовал, да? И, может, ему даже не понравится вначале. То есть это получается
получается, он остановился и посмотрел, он мог просто мимо пройти, да? Так что любые картины, которые вы пишете, пробуйте, потому что надо послушать критику, да, но можно просто мимо ушей послушать. Не обязательно воспринимать так серьезно. Если нравится именно стиль аниме рисовать, рисуйте, потому что аниме это классно. Даже другие стили есть. Просто пятнами рисовать можно. Главное эмоции. Интерьерные картины классно, очень, очень классно. Люди любят интерьерные картины. Можно просто нарисовать перо, да, объемную картину и просто вывесить. Тоже будет классно. Главное, должно нравиться вам. И тут можете на продажу. Интерьерные всем нравятся картины. Люди по-разному рисуют, ребята. Кто-то языком рисует картину, да? Тоже очень интересные картины были. Кто-то локтем рисует, чем угодно рисует. Кто-то рисует, ну, живопись, такие картины делает из съестного скотча. Интересно, очень классные портреты получаются, да? Вот. Кто-то просто вот из обычных строительных материалов рисует очень классные картины, да, на стене. Прямо бросает краски, все это классно. Вы можете свой стиль придумать. Вот. Можно даже из красивых жабер, не жабер, красивые эти, извиняюсь, как называется, забыла. Из чешуи. Я видела, как классные сумки наши делают местные. Очень красиво. Но можно еще так же картины делать. Я думаю, тоже классно будет. Просто их красить можно, разные цвета. Вот это я уточнила, доработала, где-то ошибки исправила. Вроде все, да? Да, классно. А, нет, мы же хотим. У нас по времени никак не успеваем, да? Можно, даже если мы тут цветы не нарисуем, ребята, можете вот просто вот пятна розовые поставить вот тут, чтобы сильно видно, что, ну, как-то не очень, да, вот голые стволы. Давайте мы сюда добавим все-таки цветочки. Будет классно. Опять же, как делаем? Розовый. Белый смешали с красным, либо с бордовым. Красный цвет, он нежный, когда смешиваем с белым, да? А бордовый он какой-то такой, как говорится, холодный, более. Потом я добавила вот такой нежный розовый, сделала. Можно, конечно, разные цвета добавить. И сзади пятна смело такие розовенькие делаем. Можно очень много добавить на ваше усмотрение. А можно прямо вот лепесточки летают, да? Вот тут даже можно добавить лепесточек. Можно вот такие лепесточки. Видите, классно, да?
Можно здесь добавить. Но это не листопад, может, кто-то кидает, да? Цветочки, лепесточки. Видите, как классно получается. Где-то тут. Или виднеющиеся дальние цветочки сделаем уже. Видите, я немножко белила добавила. Синевой, да? И у меня еле заметные такие получаются. Сакура свела нас. Так, картинки. Так, я немножко добавила этот цвет бордовый. Немножко смешаю с фиолетом. Какой-то грязный цвет получается, если честно, вот такой. И можно где-то слегка вот немножко темноту добавить, да? Можно еще тут цвет добавить, это тоже классно. Ну и все, наверное, на этом. Если вам урок понравился, ставьте лайк. Вот так вот. Так, смотрите, я покажу картину поближе, да? Вот такая у нас картинка, ребята, получилась. Очень классно. Красивая. Спасибо. Очень классно. Работа, ребята, покажите свои. Сейчас. Вот примерно так. Видно. Так, сейчас я посмотрю ваши работы. Ух ты, какая красота. Добрый почин, молодец. Это вы сидите в офисе? Вау. Красота, ребята, молодцы. Ух ты, Алевтина. Ой, какая красота тоже. Супер, молодец. Отлично, ребята. Ребята, пожалуйста, отправьте ваши работы Аиде, нашему прекрасному руководителю. Она напишет в чате. Еще у нас есть группа в Телеграм и в WhatsApp. Кто хочет добавиться, напишите тоже Аиде, она вас добавит. Вот. Так, ждем работ ваших всех от всех участников. Мгм. А мою работу видно. Ой, как красиво. Очень красиво. Вообще. Спасибо. Присылайте, пожалуйста, фотографии, потом мы вывесим все это на выставку. Девочки дорогие, благодарю вас за такой прекрасный мастер-класс. Я с вами первый раз, но восхищена. Молодцы вы. Большое спасибо, Алевтина, за участие. Мы давно знаем Алевтину. Алевтина сама тоже преподаете, да, технику? Ну, чисто психологические такие картины, да? Правополушарное рисование у всех. Было бы очень интересно. Мгм. Ну, большое спасибо всем за участие и ждем вас на следующих мастер-классах. Каждую субботу они проходят. Ну, возможно, в следующий раз мы будем ВКонтакте уже встречаться. Так что следите за объявлениями. Большое Меня спасибо, слышно? Алиев. Большое Спасибо спасибо всем руководству и участникам. всем участникам.
И участвуйте, пожалуйста, ставьте лайки, YouTube посмотрите обязательно, и скульптурную живопись, и меня слышно, да, ребят? Да, слышно. Слышно. Ага. Посмотрите обязательно фактурная живопись, очень классно получается. И мгм. Да, все Вот. записи И- остаются на Ютубе, пожалуйста, смотрите. И мои приветствия всем, кто смотрит нас в Ютубе. Всем спасибо большое. Всем пока-пока. До встречи. До встречи. Спасибо. Все молодцы. Творческих успехов.